Добрый вечер, с вами Аил Джаурга. У меня сегодня в гостях Султан Имран. Этот человек известный не только в Якутске и не только в республике, но и, наверное, во всей России. Султан Имран, за ее плечами высшее филологическое образование, а также она по специальности юрист. Является матерью 5 детей, многодетная мама. И всем нам, конечно, больше известна ее протестная деятельность. И яркий, наверное, был период, когда она была депутатом Государственного собрания Ил-Тумен нашей республики. Султана, большое спасибо, что согласились подойти к нам. Добрый вечер, дорогие друзья. Съемки у нас проводятся в вечернее время. Спасибо, Аил, что пригласил меня. Ты у нас изменил имя на родное, и я тебя поздравляю с этим. Очень правильное решение, я считаю. Спасибо. Да, меня 47 лет знали как Иван Степанов, теперь я Аил Джаурга. Султана, сегодня мы встретились по поводу вот все-таки той какой-то вот вокруг тебя созданной такой информационной вот такой неразберихи. Многие начинают задавать вопросы. Вот Султан Имран, она была значит, на мероприятиях, которые призвал Алексей Навальный. И этот человек, который вот чуть ли не расшатывает нашу Россию и злостно нарушает закон. Да? Вот с этой точки зрения я бы хотел задать два вопроса. Первое. Как так получилось, что вы оказались на улице в этот 23 января? И как вы относитесь к Алексею Навальному? Такой ли он действительно для вас идеальный политик, ради которого вы готовы нарушать законы? Вот считаю так вот. Я вот все-таки в какой степени согласна, слежу за его деятельностью, да, в какой-то степени согласна с тем, какую он проводит работу по выборам. Значит, то, что он снимает видео, значит, разоблачительные, да, и у нас вот как бы у населения есть много вопросов. Мы, конечно, во многом понимаем, когда вы патриотически выступаете в защиту природы, в защиту прав граждан. Вот. И все акции, на которых, кстати, мы с вами вместе были организаторами, мы всегда проводили их санкционированно. Но так получилось, что 23 января вас задержали после несанкционированной акции как нарушителя закона и даже присудили вам штраф. Как так получилось, что вы оказались на улице в этот день? Ну, все-таки я выходила осознанно, но не на несанкционированное публичное мероприятие. Да? Это был шаг с моей стороны как активного гражданина, который все-таки считает неправильным действия власти в отношении Алексея Навального, и не только его, а других гражданских активистов. Да. Я не выходила на несанкционированное мероприятие, а это был, скорее всего, значит, движение с площади Дружбы. Это одиночное мое, я думаю, движение в сторону с площади Дружбы до площади Орджоникидзе. Так называемая прогулка, да? Ну да, так называемая моя прогулка, потому что по состоянию своего здоровья я не могла участвовать там в каких-то акциях. Да. Я просто в этот день, и это я в суде сказала, дала такое объяснение, что я именно вышла и пошла с одного пункта А до пункта Б в знак своей солидарности все-таки активистов, людей, которые выходят на площади. Но здесь получается, что, скорее всего, вами руководствовался, руководил инстинкт материнский, да, когда хочется защитить несправедливо обиженных, осужденных.
но тем не менее, в конце концов, вас объявили организатором же этой акции. Вот, ну, это опять очередная вот такая несправедливость, да, против которой, кстати, вы проходили. Но мне все-таки хотелось определиться, потому что многие говорят, вот она Навальненок, да, человек, который там готова за Навального, там, не знаю, что-то еще такое антизаконное сделать. Но, во-первых, мы определились, что да, это была прогулка, но это была осознанная прогулка, это ваше отношение, скажем так, к тем репрессиям, которые происходят в отношении граждан, которые высказывают свое мнение. Первое. Второе, это ну, прямого отношения, я так понял, к Алексею Навальному, это ну, вы же не видите его там будущим президентом там, или что-то еще, такое, вот, политическое такое вот именно будущее именно для Навального. Я правильно понял? Да, конечно. Да. И хотелось бы узнать все-таки, как вы считаете, вот та деятельность, которую проводит Алексей Навальный как расследователь, который опубликовывает всякие разоблачительные материалы о вышестоящих наших лицах, и которые ну, где-то засветили свою недвижимость, какие-то там дорогие покупки, там что-то еще. Вот. Ну да, конечно. На самом-то деле, если бы не было Навального, надо было придумать его, потому что все-таки народ должен знать, что происходит с нашим руководством. И я считаю, что то, что пытается делать Навальный, это не протест ради протеста, да? Это в каком-то плане попытка тоже развития гражданского общества, чтобы народ осознавал свои возможности, народ понимал свою значимость, и через вот такие публичные, может быть, даже акции, через разоблачительные какие-то вот эти видео, да, через участие в выборах народ должен показать власти, что он тоже чего-то стоит, что стоит прислушиваться к нему. И вот таким образом я считаю, что все-таки развитие общества может состояться развитие общества, что в конечном итоге должно принести к правовому государству, где законы должны стоять превыше всего. И, значит, независимо от того, человек богат или беден, там, значит, представляет из себя что-то там значимое или это простой рабочий человек, да? Закон должен быть один для всех, и я считаю, что и Алексей Навальный, и другие гражданские активисты, они в первую очередь работают для того, чтобы вот равноправие в плане законов были, а то, что это идет требование соблюдения законов Конституции, федеральных законов, а со стороны власти, между прочим, это не соблюдается, и в результате сейчас мы оказались в такой болоте, это надо сказать открыто, когда мы топчемся вот уже сколько, второй десяток лет в одном месте, и мы сейчас не только время отстоя, да, это уже время отката. И это неприемлемо для такого государства, для такой большой страны, как наша Россия. Ну, действительно, застойные явления, они видны. И в первую очередь все-таки я поддерживаю вас в том, что действительно нужно делать все, чтобы гражданское общество развивалось, чтобы было возможно говорить свое мнение, даже если это не нравится властям. Вот это, наверное, для меня очень ценное. И это та причина, по которой вы оказались на улице. Но насколько я понял, вы никогда не призывали ни молодежь, Конечно. ни других людей выходить на несанкционированные акции. Вы сами, как человек, гражданский человек, пришли просто и прогулялись от одной площади до другой площади. Ага, с этим мы как бы поняли, но действительно я вот обращаюсь особенно к молодым людям, да, акции вообще как бы в Конституции написано, что у нас есть право участвовать в мирных публичных акциях,
мероприятиях. Но при этом они должны быть санкционированы, конечно. И поэтому, если у вас вообще, тут, Сусан, у меня еще такая вот позиция, да, вы заметили, что сейчас полиция, ФСБ у нас очень сильно подвергается сейчас вот, скажем так, негативной критике, где-то иногда заслуженной, да, там и попытка отравления Навального, и где-то жесткие значит, подавление таких публичных мероприятий, в том числе там вот кто-то кидает в живот какой-то женщине. Вот. Это все, конечно же, создает такую неправильную ситуацию. Хотя на самом деле полицейских-то тысячи, но случаев таких вот, да, которые вот нас возмущают, их можно так как бы на пальцах посчитать, но это создает неправильную, вообще даже, скажем так, вредную для государства ситуацию, когда у нас ребята, которые служат нашей, значит, стране, родине, когда нам сложно, мы обращаемся, если к нам преступники приходят, мы обращаемся в полицию, в ФСБ, для того, чтобы они защитили. И это действительно есть институт государства, который работает, и он защищает нас. Но настолько сейчас все это вот закручивается, и та ситуация, когда власти, эти законы, та же Госдума, она пишет такие законы, по которой бросают этих ребят, на самом деле патриотичных ребят, которые в полицию, в ФСБ идут, их бросают на то, чтобы они преследовали тех, кто выражает свое мнение. Вот эта ситуация мне не нравится. Почему? Во-первых, тот же полицейский, тот же ФСБшник, он превращается чуть ли не во врага народа, делят народ, хотя это тот же самый народ. У нас там есть, наверное, родственники, братья, отцы, которые там же служат. И при этом мы их превращаем в каких-то вот изгоев, людей, каких-то вот нерукопожатных. То есть, ага, вы полицейские, вы давите народ. На самом деле, эта ситуация, мне кажется, искусственно делается для того, чтобы развалить наше государство. Представьте на секунду ситуацию, когда полицейские и ФСБшники народом будут восприниматься однозначно как враги, да? Все, вот у некоторых детей, даже вот показывают по телевидению, да, жгут полицейскую машину. Ну, не от большого ума это все делается. Вы меня извините, конечно. И вот такая ситуация, если дальше будет продолжаться, если у нас те люди, на которых держится государство, будут превращаться в таких вот, в плохих персонажей, да, просто государство может разрушиться. И поэтому здесь мы единственное, что можем, мы, выходя на улицы, там, входя в конфликт с теми же правоохранительными органами, мы не сможем ситуацию поменять. Мы можем только что сделать? Мы можем только на выборах проголосовать за то, чтобы от той монополии, которая сегодня существует, партия «Единая Россия» у нас монополист, и она не нуждается в какой-то излишней поддержке населения, потому что она просто большинство заняла как в Государственной Думе, вот в вашем Илтумене. Кстати, вы же с Илтумена именно поэтому вот сдали этот свой мандат, потому что голос других партий не играл никакой роли при голосовании. Как бы вы там ни обсуждали, ты мне просто рассказывала, что в кулуарах вы беседуете, ты им высказываешь такую позицию зрения, все тебя поддерживают, а когда приходит до голосования, вся «Единая Россия» фракция поднимает голосование за. Именно поэтому ты вот этот свой бесполезный мандат положила на стол и отказалась от такой. Хотя на самом деле вы были для нас глаз народа, вот в этом парламенте вы передавали вот тот дух народа, и как бы многие же прислушивались к вам. И я знаю, многие депутаты отзывались о вас очень уважительно. Вначале же они как такого вот скандалиста воспринимали, а потом-то начали с вами конструктивно разговаривать. Но я честно говорю вам правду в глаза, да, что такое было вначале впечатление, что вот да, вот человек, которому дай только вот посопротивляться, противодействовать. Но потом я разговаривал с депутатами, они очень уважительно относились, отзывались о вас. И очень многие проекты, я знаю, они потом с вами согласовывали, чтобы вы их поддерживали, я это знаю, да. Вот. Но что касается того момента, когда вы все-таки выдали, вот в сердцах отдали этот мандат, он же все-таки дорогого стоит, но вы его отдали. Почему? Потому что вы же почувствовали, что эта монополия «Единой России», она не дает вам ни возможности защищать эти законы, продвигать их или останавливать. Поэтому что мы сейчас можем сделать? Ну, мне кажется, да, мы обязательно должны прийти на выборы.
самые главные выборы будут у нас осенью этого 2021 года в Государственную Думу. Ну, судя по всему, осенью, да? Вот. И в сентябре мы должны, там, я понимаю, это опять будет 3 дня голосования, 5 дней голосования, может 7 дней голосования будет, да? То есть вот, на что только не идут законодатели для того, чтобы максимально как-то повлиять на результаты. Ну, ни для кого не секрет. Я их не ловил, но предполагаю, что там есть возможность для того, чтобы как-то вот что-то с ними, с голосами делать. Поэтому просьба, никогда не ходите в первые дни. Голосовать нужно приходить в последний день голосования. И этой монополии, которая обладает Единая Россия, надо вообще прекратить, остановить это. Это вот мое мнение. Вы как считаете? Ну, прежде всего, да, Аил, все-таки мы должны понимать, что органы правопорядка, МВД, ФСБ, Росгвардия, да, они все-таки финансируются от бюджета. От бюджета, это значит от кармана, из народного кармана. Да. И в первую очередь они служат именно интересам народа, а не власти. И сейчас такая ситуация сложилась в стране, что сейчас вот эти органы, которые должны были защитить интересы народа, они должны были защитить именно правопорядок. А правопорядок это что? Это когда соблюдаются все законы. Да, а сейчас именно идет нарушение прав граждан. В данное время идет нарушение прав граждан. И я считаю, что сейчас наши правоохранительные системы работают не в том направлении, в котором они поставлены. Это надо прямо сказать тоже. И будучи, вот, например, меня сколько раз приводили в полицейский участок после вот таких митингов, там все-таки правили балом сотрудники ФСБ. Они прямо указывали работникам, значит, МВД, сотрудникам полиции. Я считаю, что эти два органа, они должны именно безопасности... Друг от друга независимо да, работать, да? безопасности, а вот это вот они правопорядку, да. И вот я считаю, что вот это слияние вот этих органов и плюс к этому слияние судебной власти, которая сейчас занимается тем, что вносит обвинительные приговоры, да, гражданским активистам. Вот это я считаю, что это коррупционная система в прямом смысле. И, значит, в этом плане. И еще я бы хотела сказать, вот акции по защите, значит, Навального и по, значит, по защите гражданских активистов, это все-таки были не несанкционированные мероприятия. Да? Вы возьмите 8-ю статью, значит, Конвенции прав человека международную. Россия ратифицировала этот документ, значит, он у нас правомочен. И по этой статье, если какие-то такие ситуации, когда гражданское общество не может молчать, не может в каких-то ситуациях не может, значит, не может оставаться равнодушным, он имеет право выходить и именно, значит, показать свое отношение. И в данном случае я считаю, что произошло именно это. И я считаю, что вот суды, когда вот наша молодежь таким образом, да, их тоже, вот и участники, они, и организатору, только из-за того, что в соцсетях где-то вы сказали, что они выйдут, собираются выходить, или там, ребята, давайте пойдем, я тоже пойду. Вот я не считаю это каким-то политическим заявлением. Это просто человек высказал свое, и за это их делают организаторами. Я считаю это нарушением прав человека. Наших детей общество наше не защитило у нас в республике, потому что все органы власти, ну, я имею в виду там парламент, депутаты, Министерство молодежи, уполномоченные по правам человека, они должны были все-таки высказать свое отношение к этому. Сейчас вот где-то 30 человек молодежи, они в
таком состоянии, что органы власти их сделали виновными, и они не осознают, не понимают этой вины. Потому что они как граждане высказали свою позицию, и за это их обвинили, и они их осудили на очень большие суммы. Вот эти 5 тысяч, эти 10 тысяч, 20 тысяч штрафа – это очень большая сумма. Особенно, это, особенно в наше вот сейчас, в это время. Да? Вот, например, Путин 14 февраля на встрече с главными редакторами СМИ сказал, что люди вышли из-за того, что, значит, из-за того, что, короче, сейчас жизнь трудная, там доходов нет, ну, как бы из-за трудностей, да, из-за бедности. И я считаю, что да, это действительно, ну, кто ответственен? А он не хочет признавать, что ответственность ложится именно на органы власти. Да, Султана, вот то, что люди вышли на эти акции по причине того, что их жизнь ухудшилась, в этом я 100% согласен. Действительно, цены растут, зарплата остается такой же, свобода, ограничение свободы дошло до такой степени, что просто уже ни мнение свое не сказать, не выйти на улицу, как бы даже подавая, значит, уведомления, не всегда получаешь одобрение. Но, кстати, тогда Алексей Навальный позвал заведомо на несанкционированную акцию, потому что до 23 января при всем желании бы никто бы не успел подать уведомление и получить там разрешение. Но это вот что касается этого. Но насчет того, что вот все-таки полиция и ФСБ, что они там кто-то совместно где-то там работал, я не думаю, что в данной ситуации это какое-то что-то плохо. Надо признать, что наша Россия сейчас живет в такой ситуации, когда западные страны спят и видят наши территории, наше географическое положение, наши недра, которые, наши естественные ресурсы. Поэтому никто, наверное, ни Япония, там, ни Америка, ни какая-то западная другая страна не сидит, не мечтает о том, чтобы Республика Саха развивалась, чтобы здесь каждый житель получал там определенные дивиденды. Да? Я думаю, что в этом плане Республика Саха может развиваться только в составе России. Айыл, все-таки давайте разграничим, да? Эти события, вот то, что общество, то, что гражданские активисты что-то все-таки стараются донести до властей, кстати, не только до властей, но и до общества, да? Вот это все-таки происходит внутри страны, это наши внутренние дела. А то, что вот извне кто-то представляет опасности, это уже другая ситуация, понимаете? Вот сейчас наши органы правопорядка и ФСБ, они сейчас в данное время работают с нашим населением, с населением, с нашими гражданами, да, и относятся к ним, как будто это внешние враги, понимаешь? Нет, я это чувствую на себе, потому что я чувствую вот этот негатив, чувствую вот эту неприязненность, чувствую вот это... Я понимаю, да, вот человек, который выходит на улицу, на акцию, который высказывает свое мнение, он попадает, была бы там международная напряженность, не было бы ее, все равно бы, ну, власти это не будут любить. И они могут использовать эту же карательную систему для того, чтобы человека загнобить. Это первое, да? Но при этом мы же понимаем, что эта система, мы не в каком-то отдельно взятом таком стеклянном куполом, прямо закрытом пространстве находимся. Мы находимся на международной арене, в которой, используя наше естественное недовольство, справедливое недовольство, пытается расшатать, ну, ближайшие вот эти страны, Украина и дальние, там, Ливия, все это доказывают, да? И поэтому я понимаю беспокойство тех же полицейских, ФСБшников, которые, ну, хотят эти опасности как-то упредить. Не повторить ту же самую Украину. Но при этом, ребята, ну, дайте возможность высказаться людям, выйти на санкционированные акции.
какие-то законы, ну, те же полицейские, вы живете по тем же несправедливым законам. Те же ФСБшники, вам приходится опять-таки жить в том же обществе по этим несправедливым законам. Поэтому иногда нужно дать возможность общественникам высказать свое мнение, где-то сказать точно, что вот это неправомерно в этом плане, но при этом это не должны быть такие несанкционированные. Вот фигура Алексея Навального, да, я его не знаю, но у меня нет доказательств, что он чистый в плане сотрудничества со спецслужбами других стран. Я обратное не могу доказать, но и это доказать не могу. Поэтому у меня есть определенные сомнения. И я бы не хотел ставить свою, допустим, общественную деятельность в тесной связке с этим персонажем, грубо говоря, да? Он молодец, что он разоблачает все эти богатства, роскоши, которые позволяют себе некоторые чиновники, да? Мне не понравилось, что его пытаются заткнуть, вплоть до того, что отравили, да? То есть те оправдания о том, что никто его не травил, ну, звучат как-то неубедительно, да? Ну, практически все понимают, что определенные какие-то вот нелюбовь к этому товарищу от властей есть. Насколько она обоснована или не обоснована, но это должно делаться на законных основаниях, я так считаю. Вот это несправедливость, которая позволяется по отношению к этому человеку, и людей выталкивает на улице иногда. Но при этом же он же у нас не идеальный политик, за которым мы должны пойти. У нас есть множество других политиков, которые говорят правду, которые готовы и при этом не сотрудничают с другими, со спецслужбами, не используют какую-то информацию, которую добывается там каким-то там ЦРУ или еще кем-то, да? Вот я в этом плане просто говорю, я не говорю, что каждый общественник, который выходит, он прямо там мечтает развалить страну. Нет, конечно, но и жить при тех условиях, ну, не хочется. Хочется, чтобы была больше свободы. Хочется, чтобы была достойная зарплата. Хочется, чтобы наши недра использовали не кучка некоторых олигархов, да, а чтобы это доставалось каждому. И в этом плане, я еще раз говорю, мы можем сделать как? Мы монополию этой одной партии, а возможно даже 2-3 партий, да, мы должны это убрать. Но для этого мы должны вначале убрать монополию партии «Единая Россия». Это ненормально. Все-таки тут надо понимать, что ни МВД, ни Росгвардия, ни ФСБ, они по своему усмотрению не действуют. Понятно. Они просто... Они действуют по тем законам, которые вот эта «Единая Россия и приняла. Эти федеральные законы же, вот любого сейчас МВДшника возьми, который вас арестовал, да, и по-честному вот так вот вывести его на сцену и сказать, вы почему взяли, вот арестовали Султана Умарана? Он вам вынесет там список этих незаконных, ну, грубо говоря, антинародных всяких федеральных законов, на основе которых он просто не может не действовать. Он обязан их выполнять по приказу. Поэтому я говорю, вот мы должны вот этот корень, вот эти партии, вот эти, которые принимают вот эти законы, да, тогда и полицейские, и ФСБшники изменятся. Нормальные человеческие законы должны быть. Выполняют... Вот здесь корень же. Мы превращаем полицейского, какого-то простого парня полицейского, во врага. Они выполняют, во-первых... Потому что он выполнил закон этого по звонку там, какого начальника. Они выполняют, во-первых, приказ. Во-вторых, Госдума принимает эти законы. Тоже я считаю, что идет все-таки сильное лоббирование властей. И законы они принимают себе в угоду. И вот это надо понимать. Так что я не считаю, что все-таки государственные органы власти действуют все-таки в каком... Только в законном порядке. Только в законном порядке. И это я говорила и буду говорить. Не, ну правильно, тот же полицейский, который пнул женщину в живот, да, но нет такого закона, чтобы позволял пинать вот женщину просто, которая идет на встречу, что-то говорит. Это люди, которые в полицию идут психически неравновешенные, какими-то комплексами, какими-то это человеческий патологиями. Фактор, да. Да, и это же не значит, что все полицейские такие. Да, парочка таких, тройка таких, может десяток, может сотня таких больных на голову сотрудников полиции, которые позорят всех своих, тех, кто носит их погоны. Да, есть. И они действуют не по законам. Нет таких законов, чтобы они так обижали людей там. А вот этот цирк, который вот 31 января вас вообще в кафе там чуть ли не окружили это здание. Сколько там человек? 20 вас заловило. Злостную преступницу, да, которая, оказывается, угрожает целостности России. Да? А на самом деле человек
просто за то, чтобы людям дали возможность высказывать свое мнение, за то, чтобы была справедливость какая-то в мире, за то, чтобы законы работали. Действительно, вот в этом плане мы с вами согласны, что закон должен быть выше этих всех полицейских. Вот когда вот столько полицейских, столько органов правопорядка вот привлекаются в такие дела, да, меня особенно вот тоже, да, вот во время митингов мы видели, сколько сотрудников правопорядка, там, по-моему, там прямо сотнями тысяч, мне даже показалось, то сколько народу их, да. И вот меня особенно вот беспокоит вот финансирование, потому что мы говорим, денег нет, а между тем вот наши ребята, которые, да, могли бы землю пахать, могли бы, значит, на производстве работать, там самолеты, пароходы, поезда делать, строить, да. А вместо этого вот наши ребята вот несут такую службу. А еще самое тоже вот страшное, даже если финансирование на это и предусмотрено, то эти же полицейские, которые стояли в оцеплении, они же могли ловить преступников. Вот именно. Они же в это время могли сделать там дополнительное дело открыть, там, восстановить какую-то справедливость, наказать преступников. Вот вместо этого люди вот занимаются. А все потому, что законы такие вот. И вот их надо вот строить-то. И вот наш с тобой, конечно, извечный спор. Вот, конечно, я уважаю вот прямо твою позицию, что вот выборами можно изменить нашу жизнь. Ну да, сейчас выборы, конечно, таким образом сделали, что там ни птичка не пролетит, ни рыбка не проплывет через вот эти законы, которые заградительные, да. Но тем не менее, да, я согласна с тобой в плане того, что и во время выборов надо работать, во время выборов надо выносить вот эти, да, наши проблемы. Выборы тем и хороши, что такие активные люди все-таки выносятся на повестку дня, мы их видим, есть такие люди, да, а до этого у нас такой возможности обычно не бывает, потому что таких активистов обычно пытаются все-таки как-то в тень, да, убрать. И таким образом, да, выборам имеют место быть, выборами надо воспользоваться, и это тоже путь все-таки, да, как-то изменить опять-таки построить наше гражданское общество. А к той молодежи, которая вот действительно у них вот в душе чистая такая вот мечта, чтобы было гражданское общество, чтобы была справедливость, чтобы был закон, которые готовы даже выходить на несанкционированные акции, я попрошу остановиться, не ходить на эти несанкционированные акции, а лучше пройтись по знакомым, по друзьям, по родственникам, расскажите им правду, откройте им глаза и скажите, что они должны прийти голосовать в последний день голосования и обязательно прийти, особенно тех, кто никогда не ходит. Многие же еще даже гордятся, что они вот такие не ходим на выборы, там все такое. Да Господи, с вашего молчаливого согласия все это и творится. Поэтому все должны прийти на выборы и обязательно проголосовать за вашего, как вы считаете, народного кандидата. Ну, я считаю, что, да, публичным мероприятиям тоже есть место, да, потому что должны быть мероприятия публичные, да, конечно, санкционированные, мы, да, должны понимать, что все-таки раз мы требуем соблюдения законов, значит, мы тоже должны соблюдать сами законы, а иначе как требовать, да. И вот смотрите, да, в 60-х, 70-х годах в Европе, в той же Америке, вот люди старшего возраста, помните, наверное, да, там по телевизору тоже показывали вот точно такие же картины, как у нас, там тоже демонстранты, там тоже полиция, там эти дубины, там щиты, вот эти каски, да, все это они тоже вот проходили, и все-таки вот через мирные протесты они добились того, что все-таки общество смогло отстоять свое, и сейчас они более социально ориентированные страны, там все-таки демократия в каком-то плане
все равно есть. И мы это видели во время выборов президента, когда 2 раза объявляли импичмент действующему президенту, и он судился, он что-то доказывал. Мы все видим, что у нас такое просто невозможно. Да? Равенство перед законом Да, всех, да? да. И вот поэтому я думаю, что да, митинги тоже должны быть. Не надо бояться выходить. Главное там надо понимать, что какие цели, задачи, что они преследуют, санкционированы ли, и надо выходить. Да? Но все равно я все-таки остановлюсь на 8 статье Конвенции по правам человека. Я считаю, что при каких-то сверхмажорных ситуациях международные права человека дают человеку все-таки высказывать свое отношение. И я думаю, что, коль у нас ратифицирован этот международный закон, мы имеем право все-таки как-то вот это проявить. Ну, пока это одна из тех тем, которые мы хотели сегодня обсудить. Я думаю, что уже много чего сказали. Если у вас какие-то вопросы, значит, пишите под нашей рубрикой, задавайте вопросы. Какие вопросы вы бы хотели в будущем услышать, кого бы вы хотели видеть у меня в гостях. Я желаю всем все-таки верить в то, что наша Россия будет свободной, будет правовым государством, будет развитым и станет лидером, действительно бесспорным лидером вообще в мировом сообществе. Наша республика Саха вместе с Россией будет очень высоко развитой. Всего доброго. Быть этому. Ага.